Здравствуйте! В эфире информационный выпуск Амшик Шара. Сегодня в программе. Памятная дата в новейшей истории Абхазии – высадка Тамышского десанта. Общественному и политическому деятелю Сократу Джинджоля присвоено звание почетного гражданина Сухума. Выявление фактов нарушения правил эксплуатации инженерных сетей стало целью рейда столичной санитарно-эпидемиологической службы. Военная операция, предопределившая исход Отечественной войны народа Абхазии. Именно так называют высадку Тамышского морского десанта в июле 1993 года. С тех пор прошло 32 года. В этот день в селе Тамыш у мемориала погибшим в Отечественной войне народа Абхазии собираются ветераны, чтобы почтить память своих друзей. В церемонии возложения приняли участие президент Бадра Гунба, вице-президент Беслан Биквава, депутаты парламента, члены правительства, представители общественности. Смотрите репортаж Алики Трапш. В Абхазии ежегодно отмечают дату высадки Тамышского десанта. События 32-летней давности все еще свежи в памяти ветеранов. 2 июля к памятнику погибшим воинам в селе Тамыш возложили цветы президент Бадра Гунба, вице-президент Беслан Биквава, ветераны, депутаты парламента, члены правительства, представители общественности. Затем состоялся траурный митинг. Сегодня мы вспоминаем очередную дату Тамышского десанта. Ведь это была не просто операция. Она требовала невероятного мужества от наших бойцов, стойкости, характера. Эта операция способствовала наступлению наших войск. Многие ребята погибли, 57 человек, 153 были ранены. Но они справились со своей задачей. И память о них останется в нашей истории, нашей страны навсегда. Ведь это были не просто бойцы, это были легенды. И сегодня я хочу обратиться к каждому из вас, глядя на это мирное небо, чтобы мы помнили, какой ценой и какой кровью досталась нам эта победа. Вечная память нашим павшим братьям, вечная слава нашим героям. Конец июня 1993 года. До окончания войны оставалось чуть меньше 3 месяцев. Бои не прекращались. Восточный фронт был оккупирован вражескими подразделениями. Командование вооруженных сил Абхазии приняло решение о необходимости овладения окрестностями села Шрома и стратегических высот северо-восточнее Сухума, что позволило бы проводить наступательные операции с целью освобождения столицы не только на основном гуместинском направлении, но и с востока. И уже 2 июля в 5 часов утра в селе Тамыш был высажен морской десант. Бойцам было поручено перекрыть центральную трассу, ведущую в Сухум, и помешать врагу получить подкрепление. Кроме того, операция была как отвлекающий маневр, что давало возможность абхазской армии осуществить успешное наступление на Шромском направлении. В Тамышской операции приняли участие группы «Ласточка», «Скорпион», «Дельфин», «Ислам», «Малыш», добровольческие отряды из Северного Кавказа, репатрианты из Турции, казаки. Всего около 300 человек. Десантники и бойцы Восточного фронта, объединившись в течение 7 дней, контролировали главную магистраль, сдерживая натиск 8 грузинских мотострелковых батальонов, 1 механизированной танковой бригады и артиллерийского дивизиона врага. Были уничтожены десятки единиц вражеской техники. Множество видов боевой техники было захвачено в качестве трофеев. Большое количество личного состава, среди которых офицеры и контрактники вооруженных сил Грузии, были взяты в плен. Отмечая высокое воинское мастерство, мужество и героизм, проявленные защитниками Отечества при проведении в Ачамчирском районе десантной операции, главнокомандующий вооруженными силами Республики Абхазия Владислав Ардземба объявил благодарность всему личному составу морского десанта, частям и подразделениям Восточного фронта и военно-морским силам республики, обеспечивших переброску и высадку десанта. Наиболее отличившимся бойцам были представлены государственным наградам. Мы никогда не забудем, что на алтарь победы сложили головы лучшие сыны и дочери Абхазии. Вечная память героям.
В завершении митинга пешие колонны Минобороны Абхазии торжественным маршем прошли по селу Тамыш. Алика Трапшаляс Корсая, Анатолий Малания, Абхазское телевидение. Президент увеличил размер 3 премий имени Георгия Дзидзария до 200 тысяч рублей. Ранее размер премии составлял 100 тысяч рублей. С просьбой рассмотреть возможность увеличения премии к Бадри Гунба обратился президент Академии наук Зураб Джапуа. Глава государства поддержал инициативу. Следует отметить, что премия имени Дзидзария не повышалась с 2017 года. Государственная премия имени Георгия Дзидзария присуждается раз в 3 года за выдающиеся достижения в области гуманитарных и естественных наук, получившие широкое общественное признание и ставшие значительным вкладом в развитие науки Абхазии. В прошлом году в аппарат уполномоченного по правам ребенка в Абхазии поступило 104 заявления. По сравнению с предыдущим годом это на 39 больше, рассказала в пресс-центре абхазского телевидения уполномоченный по правам ребенка в Абхазии Мактина Джинджолия. Заявления поступали из всех районов Абхазии. Около 80% случаев успешно разрешены, отметила она. Почти 42% заявлений связаны с фактами насилия. Также были случаи, связанные с нарушением прав ребенка жить и воспитываться в семье, невыплатой алиментов, отсутствием необходимых документов, нарушением права на получение образования. Цель пресс-конференции – подвести итоги работы и деятельности аппарата уполномоченного за 2024 год. Если обратиться к статистике деятельности аппарата, то за 2024 год к нам поступило наибольшее количество обращений. Количество обращений 104, из них письменных обращений 71 обращение и обращений устного характера в телефонном формате и через почту официальную к нам поступило 33 обращения. Как за отчетный период, так и за предыдущие годы мы, к сожалению, не можем сказать о том, что все 100% заявлений были решены, доведены до логического завершения. Это связано с присутствием в нашей республике проблем системного характера, над разрешением которых мы также совместно с сотрудниками работаем. Пресс-конференцию уполномоченного по правам ребенка в Абхазии смотрите в нашей программе после выпуска новостей. В рамках проекта «Школьные лаборатории Абхазия», поддержанного грантом президента Российской Федерации, автономная некоммерческая организация «ФИРОН» безвозмездно передала Министерству просвещения Абхазии базовые робототехнические наборы, наборы для изучения электроники и программирования, интерактивные панели, компьютеры и комплектующие к ним, 3D-принтеры, лабораторное оборудование по биологии, химии, физике и многое другое. Министерство просвещения Абхазии распределило оборудование по школам. Общественному и политическому деятелю Сократу Джинджоля присвоено звание почетного гражданина Сухума. Решение принято на заседании Сухумского городского собрания. На повестке дня стояло 5 вопросов. В заседании принял участие глава администрации города Сухум Тимур Агарба. На повестке очередного заседания 5 вопросов. Первым депутаты рассмотрели вопрос об утверждении герба столицы Абхазии. Герб города был принят в 1998 году. В связи с изменениями в современном законодательстве возник вопрос утверждения главной символики Сухума в соответствии с новыми нормами. Мы данным решением не вносим изменения, а лишь утверждаем в соответствии с действующими нормами и требованиями. Это корректировка юридическо-технического характера, направленная на то, чтобы привести все в надлежащую форму. Мы сохраняем преемственность и уважаем историческое решение, но при этом приводим документы в соответствии с сегодняшним законодательством и нормами. По всем нормам был сделан проект решения, который лежит перед вами в раздаточном материале. Он состоит постстатейно с описания нашего герба, его значимость, что он означает, какие цвета, что символизирует. По правилам
геральдики. Депутаты Сухумского городского собрания утвердили сбор в виде патента за предоставление услуг иностранным гражданам на территории города Сухум. Ежемесячный сбор в размере 5000 рублей в бюджет города будут платить мигранты, самостоятельно оказывающие услуги населению. Официально трудоустроенные иностранные граждане не облагаются сбором. Данная сумма не случайна. Примерно такой подоходный налог получает государство от совокупного дохода работающих граждан. Данный вопрос, он пока не проработан государственными органами, не проработан парламентом Республики Абхазия. Потому мы юридически имеем право это сделать. Если будет в будущем более полный закон принят парламентом Республики Абхазия, мы выйдем с предложением об отмене данного сбора, чтобы не перегружать тоже наших мигрантов. Но пока такого закона нету, предлагается сбор за право предоставления услуг на территории города Сухум. Депутаты рассмотрели и внесли изменения в положение о почетном гражданине города Сухум. Глава города Тимур Агрба подчеркнул, что именно неравнодушные граждане помогают снять большую нагрузку с городского бюджета. И результаты их труда нужно отметить в такой знаменательный день, как День города. Кто-то тротуарную плитку нам дарит, кто-то бордюры, бизнес, там, производство чего-либо, что нам может пригодиться в городе, там урны там, и так далее. Активно ребята принимают участие, поэтому хотелось, и это очень большой объем работы, если это в денежном выражении, то это уже десятки миллионов рублей, и этот процесс продолжается, он как бы открытый, поэтому мы хотели бы как-то в День города сказать спасибо этим людям, потому что на самом деле большую нагрузку с бюджета мы снимаем благодаря таким активным гражданам, которым не безразлична судьба нашего города. Решением депутатов Сухумского городского собрания видному общественному и политическому деятелю Сократу Джинджолия присвоено звание почетного гражданина Сухума. Сократ Джинджолия в 1992 году стал зампредседателя Верховного Совета Абхазии. В 1993 году был назначен премьер-министром и министром иностранных дел, возглавлял официальную делегацию Абхазии на переговорах в Женеве. С 1994 по 2002 годы был спикером Народного собрания республики, член Общественной палаты со дня ее образования. Гундашова, Ахра Амичпа, Абхазское телевидение. Деятельность объектов общепита, где не установлены жироулавливатели и фильтры, приводит к засору общей городской канализации. Чтобы выявить факты нарушений, столичная СЭС отправилась в рейд по столовым, кафе и ресторанам. Смотрите репортаж пресс-службы столичной администрации. По поручению главы администрации Сухума Тимура Агрба, столичная санитарно-эпидемиологическая служба и управление городским хозяйством провели рейд по местам общественного питания с тем, чтобы выявить факты нарушения эксплуатации инженерных сетей, а именно системы хозяйственно-бытовой канализации. Функционирование объектов, где не установлены жироулавливатели и фильтры, приводит к засору общей городской канализации. Коммунальным службам столицы буквально вручную приходится выкачивать жир из канализационных колодцев. Из 9 объектов общественного питания, столовых, кафе, ресторанов, где побывали руководители СЭС и инженер управления городским хозяйством, только в одном установлены жироуловители. Кстати, образцовой оказалось и состояние кухни в этой Апатсхе. Честно вам скажу, вот сегодня из всех объектов, которые мы проверили, вы первый по Вы даже обратите внимание, какие у нас кастрюли. Я вижу, да. Как рассказал заместитель главврача санэпидемстанции Сухума Лаша Заранди, служба планирует обойтись проверками все места общественного питания в городе и рекомендовать им в 30-дневный срок установить резервуары для очистки сточных вод от жиров. По распоряжению главы администрации были проведены рейдовые мероприятия санитарно-эпидемиологической службы на наличие жироуловителей, потому что наша канализация в плачевном состоянии, с чего начались, так скажем, у нас вообще эти разговоры. Многие заведения даже не слышали про это, многие не имеют, так скажем, жироуловителей. Это неотъемлемая часть каждой кухни. Есть места, конечно, где они стоят, тоже нужно отдать должное. Большой сброс жира происходит в нашей канализации. Просим всех жителей, всех
кто имеет общепит и заведения, соблюдать санитарно-эпидемиологические нормы, потому что это все в совокупности влияет на нашу инфраструктуру, понимаете? И страдать будут не только они за то, что у них забивается, будет страдать население. Поэтому просим всех привести в порядок все свои кухни. По поручению мэра санитарно-эпидемиологическая служба также проверит работу автомоек на предмет соответствия нормам технологического подключения к канализационным сетям. Амра Амичба, Алексея Гухава, пресс-служба администрации города Сухум. В Республиканской детско-юношеской спортивной школе игр стартовал международный турнир по баскетболу на Кубок памяти Сергея Багапш. В соревнованиях принимают участие 10 команд из Южной Осетии, Владикавказа, Черкесска, Славянска на Кубани, Шахт, Волгодонска, Волгограда, Сухума, а также команды Апсны и Росатом. В качестве главного судьи соревнований выступит Александр Банников из Краснодара. Организаторами международного турнира стали Госкомитет по делам молодежи и спорту и Федерация баскетбола Абхазии при поддержке компании «Амобайл». Сегодня большое событие в Республике Абхазия. Открывается турнир памяти государственного деятеля, второго президента Абхазии Сергея Васильевича Багапш, известного в республике и за ее пределами спортсмена, капитана сборной Абхазии. Нам его сверстникам, людям, которые прошли с ним юность, вместе играли, вместе росли, вместе работали. Очень приятно, что нынешнее поколение не забывает это высокое имя. Он оставил большой след в государственной жизни республики, остался одним из основателей нашего нового государства. Этот турнир проводится не впервые. И, как я вижу, ежегодно количество желающих принять участие в этом событии растет. Сегодня 8 или 10 команд участвуют в этом турнире. Мы, во-первых, приумножаем наши успехи в спорте, во-вторых, развиваем наши дружеские отношения с российскими регионами. Я вам всем пожелаю успехов в спорте, в жизни. Спасибо вам, тем, кто сегодня присутствует. Спасибо организаторам за то, что память о выдающемся деятеле абхазской государственности Сергея Васильевича Багапш не забывается. И в завершении выпуска о погоде. В четверг, 3 июля, в Абхазии ожидается переменная облачность. Ночью без осадков, местами днем дождь, гроза. Температура воздуха ночью 12-17, днем 19-24 градуса. Температура морской воды 23 градуса. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.